Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как гостья Казани из Нового Уренгоя попала в аварию на проспекте Ибрагимова. Сегодня был очень тяжелый день. Я мало спала, я мало ела, и я совсем забыла, что я делала разворот. И из-за чего автоледи на себя злится. Я не должна ругать себя, но я очень сильно злая на себя. Расскажем о столкновении двух иномарок на улице Интернациональная. Без ближнего света фар. Габариты на машине горели. Пострадал водитель такси. Он лежал сначала возле машины. А также изъятие наркотиков у 40-летнего мужчины. Сверток был спрятан у тротуара, соединяющего две школы. Это и не только. Прямо сейчас. Неприятный сюрприз ожидал сегодня утром владельцев «Мерседеса» и «Шевроле», припаркованных под мостом на проспекте Ибрагимова. Оба автомобиля были помяты, причем «Мерседесу» досталось сильнее. Ночью прямо в них влетел Hyundai Solaris. Никто не пострадал, я в порядке, мама сидела на пассажирском, она тоже в порядке, водитель тоже. Мы только отделались шоком, страхом, испугались очень. Она полностью признала вину. 20-летняя девушка-водитель Kia получила права совсем недавно. К тому же дорог не знает. В Казань приехала ненадолго. Я приезжая, город Новый Уренгой. Я здесь временно, в съемной квартире живу. Она прекрасно знает теорию, но до автоматизма правила поведения на дороге пока не дошли. Каждое свое действие девушка пока осознанно пытается контролировать, но во время движения сильно от этого устает. Сегодня был очень тяжелый день. Я мало спала, я мало ела, и я совсем забыла, что я делала разворот. При развороте надо пропускать поток машин, который едет справа. Я не пропустила машину, которая ездила, и в итоге я поехала дальше, и мы вот так стукнулись. Она ехала по проспекту Ибрагимова, в разрешенном месте стала поворачивать налево. Ей надо было подняться наверх, на проспект Ямашева. Поехала она, не убедившись, что это безопасно. Я иду на разворот, вот здесь полоса, надо было мне остановиться. Я совсем забылась, поехала дальше, и вот меня стукнули. И все, я теперь здесь. В правый бок Kia ударила Hyundai Solaris. Он как мог пытался избежать столкновения и максимально прижался вправо. Но туда ехала и девушка. В результате удара седан выбросила с дороги, и легковушка врезалась в припаркованный Мерседес, который отбросила настоящий рядом Шевроле. Повреждения машин могли бы быть значительнее, если бы какую-то часть удара не принял на себя забор. Владельцев этих машин утром ждал неприятный сюрприз. Я думала, раз у меня стаж 6 месяцев, я еще езжу так тихо. А я просто устала и совсем забыла об осторожности. Я совсем перестала быть внимательной, и вот попала. Просто жалко, что так вышло. Я понимаю, что у меня стаж всего лишь 6 месяцев. Я не должна ругать себя, но я очень сильно злая на себя. Люди в аварии не пострадали, а материальный ущерб должна возместить страховая компания виновника этого происшествия. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Один человек пострадал в результате столкновения «Тойоты» и Hyundai Solaris в непосредственной близости от пересечения Мамадышского тракта и улицы Интернациональная. Ну, видимо, от подушки его не скажу, наверное, что контузило, да. Удар произошел, шок такой некий. Он лежал сначала возле машины, вот. Но в сознании все было. Водитель «Тойоты» понял, что авария неизбежна за мгновение до столкновения. Поворачивал с Мамадышского тракта на улицу Интернациональная. Хотел заехать на парковку отеля. Заезд буквально в 5 метрах от перекрестка. По направлению с Интернациональной двигался машина такси. Без ближнего света фар. Габариты на машине горели. Поэтому я не увидел. И, видимо, на стрелку, может быть, он спешил там, да. Погодные условия еще такие. Ну и все, услышал только звуковой сигнал с его стороны, повернул в бок голову, и в это время произошел удар. Удар был сильный, «Тойоту» развернула в обратную сторону. У «Hyundai» разбита вся передняя часть. Пострадал 24-летний водитель такси. Он хоть и был в сознании, но долго не мог встать. Мы ему оказали там то, что могли, да, там спросили, что болит, там все вот эти моменты, там ребята из отеля, спасибо огромное, там плед принесли, укутали его пледом здесь. Приехавшие на место аварии врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать молодого человека. Своей вины в произошедшем водитель «Тойоты» не отрицает, но считает, что часть ответственности лежит и на самом таксисте. Частично признаю, конечно, естественно. Частично его, потому что без света. Потому что, да, я не увидел просто из-за света фар.
Но окончательно степень ответственности каждого из водителей будут устанавливать автоинспекторы при детальном разборе происшествия. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев. Вызов 112. А на пересечении улиц Волгоградской и Бондаренко водитель такси при повороте врезался в едущую прямо «Ладу Гранта». Удар был не сильный, пришелся в заднюю правую дверь. Но именно там, говорят пассажиры «Лады», обычно сидит годовалый ребенок. И рады, что в этот раз съехали без него. Мы вот прямо ехали, а он вот здесь разворачивался. Я не знаю, сначала говорил, что я не видел вас. И как он здесь разворачивался? Оба водителя ехали на зеленый свет, но таксист при маневре должен был пропустить едущую прямо «Ладу». Водитель отечественной легковушки считает, что и разворачиваться он стал, не доезжая до перекрестка, то есть через двойную сплошную линию. Права-то у него узбекские. Они же не знают правил нашего дорожного движения. Как им вообще дают? Еще доверяют им такси, ведь такси доверяют. Людей доверяют, видимо. Удар пришелся в заднюю левую дверь «Лады» и был не сильным. Ладно, там ребенка сидел, там детский кресло. Ну, я, конечно, немножко побилась, но это же не смертельно. Водитель такси вины своей не отрицал, но и в подробности не вдавался. Рассказал только, что авария это у него не первая. В этот раз пострадала передняя часть автомобиля. В прошлый помял переднюю пассажирскую дверь на своей машине. Дверь давно был. Водители остались на месте дожидаться сотрудников автоинспекции. Поехать в центр оформления ДТП они не могли. Таковы условия аренды автомобиля такси. Юлия Гоголева, Константин Бушуев. Вызов 112. Kia и Сузуки столкнулись на перекрестке улиц Шамиля Усманова и Восход. По какой причине произошла авария и кто нарушил правила движения, водители рассказать не захотели. Удар был такой силой, что Сузуки выбросила с проезжей части на тротуар. Благо, авария произошла поздно ночью и в обычном многолюдном месте никого не было. Просто машина, когда туда просто влетел, машина как мяч. А днем на улице Шамиля Усманова через дорогу от места, где произошла авария, сотрудники ГИБДД, предположительно с наркотиками, задержали 40-летнего мужчину. Когда они проезжали по этой улице, то заметили человека, который копался в снегу у дороги. Его поведение показалось им странным. Автоинспекторы решили узнать, в чем дело. Но когда подошли к мужчине, он выкинул в снег сверток, обмотанный ярко-красной изолентой. Мужчину задержали сразу после того, как он откопал сверток, обмотанный изолентой в сугробе у тротуара на улице Шамиля Усманова. Проезжавшие мимо автоинспекторы увидели, как взрослый мужчина роется в снегу вот у этого столбика. Поведение его показалось странным. Мужчину решили досмотреть. Когда его настигли в другом конце дома, он понял, что стал объектом внимания полицейских и выкинул только что откопанный сверток. Причем сделал это в месте, которое просматривается камерами наблюдения. От каких-либо показаний мужчина отказался. Я могу замолчать, правильно? Мне, допустим, нельзя вдруг, как сказать, я Выкинутый сверток в присутствии понятых изъяли. Мужчину досмотрели. Других запрещенных веществ при нем не нашли. На случай, если отпечатков пальцев на нем не осталось, у мужчины тут же взяли и анализы для ряда других экспертиз. Если он брал в руки этот сверток, то исследование это покажет. В приватной беседе задержанный рассказал, под красной изолентой должен быть пакетик с порошком, каким он не знает. Сам ничего не покупал, а найти в снегу и забрать красный шарик его попросил друг. Задержанного доставили в отдел полиции, а сверток отправили на экспертизу. Процессуальное решение будет приниматься после того, как эксперты скажут, что за вещество и в каком количестве было в пакетике. Рамиль Шайдуллин, Азат Шагабуддинов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.